В эфире новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите сейчас. В регионе продолжают закрывать автозимники. Жители отдаленных поселений вновь столкнулись с проблемой добраться до большой земли. Калахский наслег Алекминского района проверили на предмет готовности к весеннему половодью. Тем временем в Хандаге готовят первоклашек. 1 сентября в поселке за парты впервые сядут 90 детей. Дорожники восстановили транспортное сообщение по автодороге Яна в Якутии. Сейчас они расширяют объездной путь на 132-м километре трассы с помощью тяжелой техники. Об этом передает Управдор региона. Напомним, ранее в ночь на воскресенье проезд временно закрыли в связи со сходом лавины в районах перевалов Малый и Большой Альчан в Тампонском районе. В результате погиб мужчина 1996 года рождения. Накануне вечером проезд обеспечили со стороны села Тополиное. Автозимник Якутск-Нижний Бестях закрыт с сегодняшнего дня, 19 апреля, в соответствии с приказом Минтранса. Трансфер пассажиров до железнодорожного вокзала Нижний Бестях будет осуществляться судами на воздушной подушке с посадкой в 202-м микрорайоне в зоне городского пляжа. Также напомню, что по приказу Минтранса региона с 15 апреля запрещено движение автотранспортных средств по ледовым переправам Хатасы-Павловск, Кангаласы-Сотенцы, Усьмая-Эльдикан. Также по информации Управдор-Вилюй, с понедельника закрываются переправа Хандыга, Мегина-Алдан, Зимники, Верхневилюйск, Кюндядя, Устье и Крестях автодороги Вилюй. Вновь закрытие дороги и вновь проблемы с сообщением отдаленных населенных пунктов с большой землей. Единственный способ добраться до Якутска самолетом, однако цены на билет в одну сторону оказываются неподъемными для жителей. Юрий Таюрский с подробностями. В районе единственный аэропорт Усьмая находится в Петропавловске, и он может принимать самолеты. Поэтому со следующей недели, в понедельник и среду, планируются рейсы до Магана авиакомпании «Полярные авиалинии» самолетом Л-410. Но цены на билеты начинаются от 17 тысяч рублей. Вы сколько можете себе позволить раз выехать куда-нибудь на самолете? Сколько раз вы можете позволить? Нисколько, правильно, дорогие. А как быть пенсионерам, у которых пенсия уйдет только в один конец, чтобы добраться до Якутска? Субсидированных билетов нету на эти билеты. Как мы будем ездить, как дальше это будет, никому не известно. Почему до Хабаровска субсидированные билеты есть, а до Усьмая нету? Например, до Хабаровска субсидированные билеты пенсионерам, многодетным по 3000. 3000 билет с копейками. А у нас стоит дороже, чем до Москвы. Вопрос о возможном снижении цены билета до Якутска включен в перечень поручений главы Республики Саха-Якутия по итогам совещания 26 января 2021 года. Этот вопрос глава муниципального района Усьмайский улус-район Александр Антипин обсуждал с Минтрансом, руководством аэропортов Севера и полярных авиалиний. Рассматриваются разные варианты, но пока вопрос не решен. Необходимо определить источник финансирования, чтобы обеспечить субсидирование билетов. Хотелось бы, чтобы и в Усьмайском улусе тоже появились субсидированные билеты. Это для населения очень важно. Это говорят жители райцентра, для которых добраться до Якутска – все дело в цене авиабилета. А как добираться жителям 8 других поселений хотя бы до Усьмаи? Они всеми правдами и неправдами, платя большие деньги, рискуя своим здоровьем и жизнями, пытаются в осенние и весенние периоды доехать хотя бы до районного центра. Люди все равно будут ездить и нарушать, мне кажется. Поэтому как-то это, я считаю, неправильно. В сезон распутицы, когда зимние автодороги перестают функционировать, до открытия навигации еще далеко, и выбраться из удаленных поселений можно только на воздушном транспорте. Скоро река проснется от зимней спячки, и жителям Ижанцев, Альдикана и Кюбцев, поселения которых постоянно подтапливается, придется противостоять еще одному природному явлению – паводку. Юрий Таюрский, Тимур Канаев, поселок Усьмая. Продолжается проверка готовности к весеннему половодью в Алекминском районе. В этот раз группа выехала в Калахский наслег. Елена Фаст продолжит. С целью проверки готовности к весеннему половодью в Калахский наслег выехала комиссия под руководством главного специалиста ПГО и ЧС Алекминского района. Группа побывала во врачебной амбулатории села Дапарай, в школе, расположенной там же. Это 2 пункта временного размещения людей.
Третий пункт располагается в селе Кыллах на возвышенном месте. Проверили пункты временного размещения населения в случае чрезвычайной ситуации, в нашем случае при готовности к паводку. Обследовали 3 пункта временного размещения. Пункты, скажем, удовлетворительно готовы. Вся документация необходимая имеется в наличии резервы, финансовые и материальные резервы. Все находится в исправном состоянии, система оповещения, также система связи. В целом отмечена готовность наследия к периоду весеннего половодья. Создан необходимый резерв лекарственных средств, ГСМ, есть электрогенератор. В селе Кыллах на этот период находится 113 человек. В основном люди здесь остаются, население, которое занимается именно сельским хозяйством. И на сегодняшний день у нас пункты временного содержания, это находится тоже село Кыллах, их у нас количество 3, и 2 есть возвышенные участки. На сегодняшний день пункты временного, то есть содержание скотов у нас как бы уже они проверены, проведены ремонты, и мы считаем, что сегодня мы как бы готовы принять, значит, ситуацию по паводку. В эти дни в районе реки между селом Кыллах и Дапарай идут работы по зачернению льда. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В образовательных учреждениях организации среднего общего и профессионального образования в регионе приостановили проведение всех массовых, развлекательных, общешкольных, спортивных, культурных и других мероприятий с 20 апреля по 8 мая. Об этом сообщили в правительстве региона. Также будет усилен контроль за соблюдением мер профилактики коронавируса, в том числе за соблюдением социального дистанцирования, масочного и дезинфекционного режимов. Россияне, выехавшие самостоятельно в Турцию или другие страны через Турцию, вернутся в Россию по заранее составленному графику. Соблюдение плана вывозных рейсов проконтролирует созданный Росавиацией оперативный штаб. Пассажиры могут посмотреть графики вывозных рейсов, они опубликованы на официальных сайтах авиакомпаний. При этом планы будут корректироваться с учетом текущей ситуации. По оценкам Ростуризма, сейчас за рубежом находится около 50 тысяч россиян. Россия приостановила из-за роста заболеваемости коронавирусом авиасообщения с турецкими курортами и Танзанией с 15 апреля. Продлится до 1 июня. Предельно точно и максимально безопасно. В Республиканском онкологическом диспансере открыли первый в Якутии централизованный кабинет разведения химиопрепаратов. Кабинет оснастили ламинарной камерой и автономной вентиляцией. Благодаря им токсичные вещества не попадают в общий воздух стационара. До открытия специального кабинета опасные химиопрепараты разводили в самих отделениях. Для работы в новом месте персонал прошел курсы повышения квалификации в Санкт-Петербурге. Они обслуживают отделение химиотерапии, радиотерапевтическое отделение и стационар. Наша цель и задача – это создание безопасности для персонала. Во-вторых, это повышенный контроль, да, то есть многоступенчатый контроль за назначением химиопрепаратов. Врач назначает, заведующий отделением проверяет, потом провизор проверяет расчеты, что полностью исключает ошибки при расчете дозировки. А это самое важное для наших пациентов – многоступенчатый контроль. Ну и в-третьих, это оптимизация трудозатрат нашего среднего медицинского персонала отделений. Более 80% муниципальных библиотек подключат к интернету в ближайшие 2 года в России. Также регионам выделят субсидии на переоснащение учреждений по модельному стандарту. Кроме того, в планах на текущий год реконструкция театров и домов культуры, капитальный ремонт детских школ, искусств, строительство новых концертных залов и центров культурного развития, в том числе в поселках и небольших городах. В стране сегодня отмечают День полиграфии. Его учредили в 2013 году в типографии Якутского медиахолдинга. На сегодняшний день печатают более 38 газет. Российская газета «Аргументы и факты» тоже выпускается здесь. Большая часть работы приходится на середину недели. Только за 2 суток в типографии печатают более 50 тысяч экземпляров. Объем израсходованной бумаги за год составляет 400 тонн. Так как помимо газетных изданий работники выпускают региональные журналы и 78 наименований книг. Перед тем, как принять в работу, у нас авторы и издатели присылают нам оригинал-макеты в электронном виде. Эти электронные оригинал-макеты мы просматриваем, наши специалисты, смотрят на соответствие
нашим требованиям, требованиям нашего оборудования. После этого все это переносится на пластины и уже с пластины на бумагу. Планы в ближайшее будущее наращивать объем производства. В основном упор делаем на книжное производство. В райцентре Тампонского района на базе Хандекской СОЖ начали работать с будущими первоклассниками. В этом году впервые сядут за парты более 90 ребятишек. За процессом подготовки наблюдала Мария Винокурова. Каждую субботу пока еще воспитанники детских садов спешат в школу. Желающих подготовиться к учебному году собралось 2 группы – 66 детей, по 33 ребенка в классах. Задача школы будущего первоклассника – это и подготовка, и адаптация ребят к учебе. Есть дети, которые уже умеют читать и читают, знают. Есть дети, которые только знакомы с буквами, это тоже есть. Есть дети, которые прекрасно считают уже, а есть дети, которые, скажем так, еще не очень владеют счетом. Исходя из этих занятий, мы строим свое занятие, где кому, как говорится, дать дальше толчок, а где кому, какому ребенку помочь. Мальчишки и девчонки, как настоящие школьники, приходят на занятия с тетрадями и ручками, а кто-то уже носит портфель. Здесь их ждут занятия по письму, математике и окружающему миру. Я хочу быть самой лучшей ученицей в школе. Она доброжелательная. Она не перебивает учителя, учится, когда она болеет. Мне нравится, что у нас учитель хороший. Мне нравится, что у нас уроки хорошие. Мне нравится, что все дети дружелюбные и все хорошо себя ведят, как и учитель. А за дверями родители, которые ждут своих детей, знакомятся друг с другом и обсуждают самый животрепещущий на повестке дня вопрос – в какой класс и к какому учителю отдать ребенка. В этом году в Хандекской средней школе планируется открытие 3 классов комплектов начальной школы, один из которых с обучением якутского языка. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандега, Тампонский район. Теперь о спорте. Якутский легионер Аял Лазарев стал серебряным призером чемпионата Азии по вольной борьбе в Казахстане. Спортсмен одолел Амина Хусейна из Ирана в полуфинальной схватке. В финале же якутянин встретился с Олегом Болтиным из Казахстана. Первый период закончился со счетом 1-0 в пользу хозяина ковра. Но затем Лазарев вышел вперед на 3 балла. Однако, когда до конца оставалось 15 секунд, якутский легионер пропустил атаку соперника и проиграл схватку со счетом 3-4. К этой минуте все. До встречи в эфире.